Добрый вечер. 28 сентября, 579-й день аннексии Крыма. В эфире «Заман». Крым всколыхнуло чрезвычайное происшествие. На выходных житель Симферополя, вооруженный ружьем, совершил нападение на станцию скорой помощи. В результате 2 медиков погибли. И хотя все подробности убийства еще не установлены, а подозреваемый не задержан, ряд крымских СМИ не стесняется делать выводы о политической подоплеке преступления, разжигая межнациональную рознь на полуострове. Сегодня в Симферополе прощались с медиками, которые погибли при нападении на станцию скорой медпомощи в минувшие выходные. Санитар и фельдшер скончались 26 сентября. В тот день вооруженный охотничьим ружьем мужчина расстрелял медиков на подстанции скорой помощи по улице Севастопольской в Симферополе. В результате нападения 2 медиков погибли, еще 2 получили ранения. Происшествие вызвало широкий резонанс. Правоохранительные органы установили личность подозреваемого в тот же день. Им оказался 55-летний житель Симферополя Бекир Небиев. Ряд крымских СМИ стал публиковать подробности убийства, подчеркивая в своих материалах национальность и родственные связи предполагаемого преступника и не стесняясь политизировать произошедшее. Страшная трагедия, которая произошла в Симферополе с сотрудниками скорой помощи, сегодня умышленно используется рядом журналистов, так называемых экспертов, для того, чтобы откровенно сеять межнациональную рознь в Крыму. И я открыто призываю правоохранительные органы прекратить эту порочную практику, когда, если ситуация касается крымских татар, обязательно называют национальность, обязательно какие-то инсинуации, несуществующие связи и выводы делают. Мы сегодня рассматриваем возможность обратиться в прокуратуру Крыма с тем, что ряд крымских СМИ позволили опубликовать материалы, которые просто своей извращенностью поражают. Прокуратура Крыма не спешит давать оценку публикациям, сеющим межнациональную рознь, несмотря на то, что в некоторых из них звучат откровенные призывы к расправе. При этом некоторые авторы социальных сетей пишут о том, что преступление было спровоцировано, и при этом намекают на Меджлис. На самом же деле правоохранительные органы в первый же день обратились к руководству Меджлиса за помощью в розыске стрелявшего по медикам. Мы на самом деле оповестили наши региональные меджлисы, в первую очередь Симферопольский региональный меджлис, о том, что любая информация, она должна быть доведена до правоохранителей, потому что преступление действительно резонансное. И мы считаем, чтобы не произошло чего-то другого подобного, или не произошел некий самосуд, или любая страшная ситуация, что если человек действительно совершил некое преступление, то согласно закону, согласно просто человеческой логике и отношению, преступник должен быть наказан. В связи с нападением на станцию скорой помощи на всей территории Крыма объявлен план перехвата, и весь личный состав правоохранителей работает в режиме тревоги. Пока еще рано судить о мотивах преступления, хотя уже не раз прозвучала версия о психических проблемах человека, взявшего в руки ружье. Сегодня 9-й день гражданской блокады Крыма. На полуостров не прошла ни одна фура. Пункты пропуска Каланчак, Чаплынка и Чонгар свободны от грузовиков. Сегодня ночью активисты перекрыли железную дорогу в районе села Красный Чабан Херсонской области. Эта дорога ведет к заводу «Крымский Титан», который принадлежит олигарху Дмитрию Фирташу. На месте работает наш корреспондент Гульсум Халилова. Узнаем у нее подробности. На пропускных пунктах Чонгар, Каланчак и Чаплынка все спокойно, фур здесь нет. Сегодня активисты блокады аннексированного Крыма заложили бетонными плитами и противотанковым ежом железнодорожный путь, который ведет к заводу «Титан». Он находится в аннексированном Крыму. Предприятие же принадлежит украинскому олигарху Дмитрию Фирташу. Все эти 1,5 года, пока мы ведем войну, пока нас терзает Россия, агрессор, здесь успешно продолжал цвести и пахнуть фирташевский бизнес. Наконец мы добились того, чтобы этому бизнесу здесь хотя бы, в рамках этого завода «Титан», его заморозить.
По словам активистов, именно по этой железной дороге ходили грузы, которые привозили на завод сырье, а с завода же уже отправляли готовую продукцию. Несмотря на то, что после аннексии Крыма железнодорожное сообщение с полуостровом было прекращено. С начала же блокады по этим рельсам не проехал ни один вагон. К тому же на заводе уже прекратил свою работу один цех. 8 діб вони якось відпрацювали, після 8 діб зупинився один цех. Тобто можна зробити вивод, що, мабуть, тижні-два вони більш не витримають. И планировали выгнать с завода 24 вагона порожняка, якобы. Мы сказали, мы даже не против, але мы должны присутствовать при этом, убедиться, что они пустые. Но буквально через полчаса командование пограничников дало отмашку, что все, вообще никто никуда не будет ехать. И погранцы нам сказали, все, ребята, все, мы закрываем наглухо. На данный момент железнодорожная ветка в Армянске к заводу Фирташа перекрыта. На этом участники гражданской блокады не останавливаются и продолжают дежурить. Гульсум Халилова, Олег Казыкин, Заман, АТР. Мустафа Джемилев возглавил Надсовет по антикоррупционной политике. Соответствующий указ президента Петра Порошенко размещен на сайте главы государства. Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики – это консультативно-совещательный орган при президенте Украины. В обязанности Надсовета входит подготовка и представление главе государства предложений по антикоррупционной стратегии, анализ предотвращения и противодействия коррупции в Украине. Утвержден также персональный состав Надсовета. Местонахождение сына народного депутата Мустафы Джемилева Хайсера, которого этапируют из Краснодара в Астраханскую область, пока неизвестно. Об этом рассказал Укринформу адвокат Николай Полозов. По его словам, перевод Хайсера Джемилева может быть связан с политической деятельностью отца, в частности, с блокадой Крыма. Родственникам об этапировании также официально не сообщили, что является нарушением закона. Согласно российскому законодательству, Джемилев-младший должен отбывать наказание в колонии или по месту жительства в Крыму, или по месту вынесения приговора, то есть в Краснодарском крае. Сегодня в Нью-Йорке стартовала Генассамблея ООН. Впервые за 2 года там планируют лично встретиться Барак Обама и Владимир Путин. По данным Белого дома, именно президент России просил о встрече. Самого же Путина в Нью-Йорке встречали протестами. Под здание офиса российского представительства при ООН пришли сотни людей, чтобы выразить возмущение действиями российского лидера. Выразить поддержку президенту Украины и Мустафе Джемилеву, всей этой команде, за то, что они самоотверженно борются за восстановление территориальной целостности Украины. Рано или поздно все это будет исторически будет восстановлено, и все будет соответственно. И татары крымские наконец обретут покой и спокойно нормальную жизнь у себя на родине. Каддафи шатры ставил, и Ахмадинеджад там, много чего было. Вот, поэтому Путин один из этого ряда диктаторов, которые приезжают здесь выступать, пока ему еще можно. Как правильно сказал Лев Пономарев, надеемся, что это его последний приезд сюда. Накануне на саммите по устойчивому развитию Петр Порошенко обвинил Россию в смерти тысяч людей. По его словам, к таким последствиям привела аннексия России украинского Крыма и агрессия на Донбассе. Во время его речи в знак протеста из зала Генассамблеи вышел представитель России в ООН Виталий Чуркин. Сразу после Петра Порошенко свою речь произнес министр иностранных дел России Сергей Лавров. На обвинение президента Украины реакции не было. В результате вероломной аннексии России украинского Крыма, агрессии в украинский регион Донбасса погибли тысячи людей. Была разрушена критически важная инфраструктура. Украина потеряла около 1/5 части своего экономического потенциала. Военные действия России против Украины привели к росту экологических угроз и угроз для здоровья человека, а также привели к опасности социальной отчужденности. Химические объекты в конфликтных районах в восточном регионе Украины на прилегающих территориях представляют особую угрозу.
Участников марша мира, акции против войны с Украиной, которая проходила в Москве и Санкт-Петербурге, задержала полиция. В автозаки попали 11 человек в Москве и 2 в Санкт-Петербурге. По данным СМИ, в питерской акции приняли участие около 2000 человек. К колонне демонстрантов с синими и желтыми шариками присоединялись прохожие, в том числе и иностранцы. Также в Петербурге демонстранты провели одиночные пикеты с плакатами «Нет войне», «РФ вон из Украины», «За аннексию и агрессию виновников к ответу». Часть демонстрантов была одета в вышиванки. Люди пробуют преградить дорогу. Ты не знала, за что, блин? Они сказали, вам пояснят там. Объяснений не получил. Я стою, разговариваю с человеком, и в это время ко мне в городе, где нет ни военного положения, ни чрезвычайного, ни особого положения, подходят сотрудники и, не представившись, граждане в форме сотрудников милиции меня задерживают. Такую же акцию россияне провели в Екатеринбурге. Активисты вышли на главный проспект города с флагами России и Украины и с плакатами «Руки прочь от Украины» и «Вести войну бесчеловечно». На протест собралось около 100 человек. Акция прошла мирно, без задержаний. Нет войне! Нет войне! Надоело бояться всего. И в конце концов, знаете, есть хорошая поговорка. Делай, что должно, и будь, что будет. Но у нее есть еще обратная сторона. Если ничего не делать, то будет хуже. Ходим против этой пропаганды, которая по телевидению идет, донести наше мнение, но и чисто даже для себя, чтобы чувствовать себя, что мы вот против, мы вышли, мы свое слово сказали, даже несмотря на то, что телевидение у нас однобокое. Пару сотен человек пройдет за то время, что мы здесь стоим. Большинство из которых, вероятнее всего, посчитают, что мы там госдеп, проплаченные, и т.д. и т.п. Ну, может быть, хотя бы пара-тройка из них задумается над чем-то, увидит альтернативную позицию. То есть это политическая акция, направленная на политическое просвещение, на то, чтобы обратить внимание на те проблемы, о которых многие люди просто не задумываются. Курбан-Байрам вдали от родины. Накануне крымские татары отметили в пригороде Киева праздник жертвоприношения. Собралось около 500 человек. Гостям предлагали попробовать традиционные блюда, принять участие в мастер-классах и борьбе куреш. На празднике побывали и наши корреспонденты. Крымско-татарская музыка, традиционная кухня, мастер-классы. Крымские татары Киева сегодня собрались здесь, в Буче, для празднования Курбан-Байрам. На праздник пришла Анифия Курсиитова со своей семьей и друзьями. Она в Киеве уже 10 лет. Говорит, что в этом году не получилось поехать в Крым к родителям. Когда мы приходим на такие праздники, чувствуем себя в Крыму. Мы очень скучаем по Крыму. Я часто вспоминаю родную Байдарскую долину. Каждый день молимся и надеемся на скорейшее возвращение домой. Здесь оставаться не собираемся. Вместе с детьми, даст Бог, вернемся на родину. Поддержать крымских татар и отпраздновать с ними праздник пришли и украинцы. Вітаю всіх кримських татар з їх національним святом. Курбан-Байрам, хайрлы олсен. Я украинка, муж татарин. Мы живем очень дружно. И я верю, что Крым будет украинским. Вокруг гончарного круга собралась детвора. Рустем Скибин обучает их азам своего мастерства. Джилил сделал тарелочку своими руками. Также на празднике можно было научиться основам крымско-татарской вышивки, отведать азербайджанские блюда. Вот все, что происходит у нас все происходит ровно так же. Гости, много вкусностей, разные конкурсы. Повара из Узбекистана готовят вкуснейшую шурбу и плов. Будем угостить пловом, шашлыком, шурпой. Мне радует одно, что здесь мусульманов очень много, наши братья, сестры. Я всех поздравлю с Курбан-Байрамом. А как же на Курбан-Байраме без крымско-татарской музыки и песен? Александр Мягкий даже поучаствовал в национальной борьбе куреш. Рассказывает, сам из Севастополя давно интересуется крымско-татарской культурой. Сегодня для себя узнал много нового. Я познакомился с гончаром Рустемом Скибиным. Мы с ним пообщались, потому что я тоже всю жизнь интересовался керамикой, но никогда не было возможности у мастера узнать кое-какие интересующиеся меня вещи. Если у тебя в сердце родина есть, то где бы ты ни был, ты всегда будешь чувствовать то тепло, которое ты испытывал там. Значит, где ты, там и твоя родина, там и Крым.
Праздник Курбан-Байрам организовали 3 молодежные организации Киева. Собрались инициативные группы, общественные организации, просто активные жители, граждане. Помимо крымских татар здесь присутствуют представители различных национальностей. Решили проводить чаще все наши праздники, чтобы они нас больше сплочали, чтобы мы больше чаще виделись. Праздник завершился зажигательными национальными танцами. Лилия Зенедин, Асан Иминов, Заман, АТР. На этом пока все. Всего хорошего. Будьте с нами.